Меня часто спрашивают, как принять нашу традиционную астинскую веру Ас-Дин и чем она отличается от авраамистических религий. Во-первых, чем она отличается? Смотрите, мы своего Всевышнего на нашем языке называем Хуцау. От слова хур, цау, хур это солнце, свет и духовно религиозной культуре мировоззрения ариев. Солнце или огонь это обозначение Духа Творца. Солнце – тело Бога в физическом материальном мире, который пронизывает все бытие, и мы, имея этот дух, являемся частью этого целого мира, что мы называем бытием. Сау-цау – это явление, проявление, из цау из черной, из тьмы возник свет. То есть история сотворения, происхождения мира в одном слове. Сотворение, происхождение нашего мира, бытия, тогда, когда оно возникает в настоящем времени. Вся история заключена в этом одном слове хуцау. То есть речь идет, во-первых, о первоэлементе, это нашем огне, духе, то есть духе Творца и всех других элементов. То есть нашего Бога мы видим таким, какой Он есть. То, что мы называем все, везде и во всем. Это природа, люди. Поэтому вопрос, а в кого еще нам верить? Наши традиции, обычаи, знания в культуре – это знания в бытии, о устройстве мироздания. Поэтому самое главное отличие, что у нас нет такого понятия, как вера. В кого нам верить, если мы видим? Зачем нам еще принимать какого-то еще Бога, которого еще и надо называть по-другому? Когда у вас есть это понимание единства, то фактически, по сути, Бога и так такового, в которого верить надо, которого предлагают авраамистические религии, оно отпадает. То есть, по сути своей, двое нет. Это все зависит от понимания самого человека. А авраамистические религии, вот это слово, понятие вера, оно ставит крест на естествоведении, понимании то, что есть все везде, во всем, так как это одно слово, оно подразумевает верить в кого-то, в Бога, да, не видят. Понимаете, в чем разница? Клише, шаблоны, то есть уводит вас от того, что есть. Не знаю, хорошо ли это, плохо, это вам судить, но авраамистические религии подразумевают поклонение одному идолу, да, как пророку Иисусу, исламе, Мухаммеду. А в нашей традиционной культуре те смыслы духовные, которые несет в себе Иисус, они распространяются на каждого человека. То есть в каждом из нас есть дух Творца, каждый из нас в неискаженном его сути значении есть, можно сказать, Иисус. Дух во плоти, Бог во плоти. Понимаете? Вездесущий дух, что мы называем. То есть у нас не ограничивается одной личностью, то есть поклонение одному идолу. Поэтому самоназвание нашего народа несет в себе эту суть, смысл, как асы или возданы. Когда спрашивают нас, какая у вас религия, у нас нет таковой, судя по тому, что я сказал. Но чтобы обозначить, что у нас своя религия, мы говорим Ас-Дин. А так все равно, что сказать Ас-Сетин. Просто у нас свои отличительные, других тоже культы. На бытовом уровне они были как традиция обычаи. Это осознанная жизнь, праведный, здоровый образ жизни. В обществе это этика поведения, духовная нравственность, что мы называем ахдау. Это, конечно, подразумевает физические упражнения, тренировки несколько раз в день, как у мусульман, намазы, как медитация и транс. И у нас нет в том-то и предвзятости к остальным учениям, религиям, писаниям, как говорится, одни истины. Как сказал наш великий поэт Коста, поистине Богом сказанная фраза: «Весь мир мой храм, любовь это моя святыня, вселенная это отечество мое».